Друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу поговорить о вчерашнем видео, в котором разговаривали украинец и русский о войне, о военных преступлениях. И многие написали отрицательные комментарии, потому что посчитали, что русский комментатор, он негативно высказался о бурятах, азиатах в целом. И вот какая дилемма, стоит ли его обвинять в этом? Или он просто жертва пропаганды? Я думаю, что это второе, потому что те адекватные русские, которые поняли, что это война, в общем-то, несправедливая, нечестная, захватническая, они смотрели пропаганду, да, с той и с другой стороны. И что они видели? Что там, что тут говорили, что во всем виноваты буряты, да. Ну, то есть в официальной российской пропаганде понятное дело, что якобы со знаком плюс нас оценивали, но все равно, что вот типа ядро, да, вообще полностью весь, так скажем, состав этой армии, чуть ли не одни буряты, там якуты, сахада, тувинцы, вот у нас как будто бы такая какая-то огромная толпа живет, и вот мы все с удовольствием пошли воевать, убивать там украинцев, потому что мы их не знаем, да. Конечно, это вообще полная чушь. К сожалению, видите, друзья, нас уже сделали козлами отпущения. Наверное, там в Кремле и наш Цыденов тоже просто вовсю ржут, смеются, что сделали нас такими, как сказать, сделали нас абсолютным злом, и при этом еще до сих пор буряты продолжают идти на эту войну. Они, наверное, вообще просто думают, какие они же все-таки дебилы, они думают, да, ну вот так вот, да. И, к сожалению, когда кончится война, всех собак, да, скинут на нас. Вот, во всем виноваты буряты. Это же не русские убивали украинцев, насиловали и так далее. Это все были буряты. Хотя это абсолютная ложь. Нас там 0,02%, да, бурят в этой армии. Да и вообще азиатов, я думаю, там ну совсем чуть-чуть. Если нас взять по численности, да, бурят 460 тысяч. Как будто бы вот это весь народ пошел туда воевать, да. Но это бред же полный. И когда, вот я повторюсь, когда кончится война, всех собак спустят на нас. Вот это были не наши прекрасные, да, великий народ русский, а вот эти вот какие-то непонятные буряты, они же там все воровали якобы стиралки, да, все это дело делали, разбой, убивали, грабежи и так далее. То есть в какой-то степени даже для самих украинцев это более лучшая модель, да, такая, что это же не русские, все равно это славянские народы, да, они очень близки, так же, как мы там и халхи, да, так же, как мы и калмыки. Ну, то есть как-то в себе в голову взять, что вот мы пошли убивать калмыков, буряты, да, ну это же вообще тоже как-то не укладывается в голове. Поэтому для многих, я думаю, и украинцев в том числе такая же история происходит. Но что делать? Просто надо начинать думать своей головой, за что вы вообще воюете, за что вы жизни свои отдаете, чтобы потом вот так вот стать какими-то позорниками. Папа Римский и то, представляете, внушили Папе Римскому, что якобы это мы, буряты, там наводили шорох, да? Поэтому вот это очередное доказательство того, что как нас используют. И ну, я не знаю, надо просто быть какими-то вообще отбитыми идиотами, да, чтобы продолжать воевать. То есть я думаю, мы в этом конфликте вообще должны быть третья сторона. То есть буряты полностью должны выйти из конфликта, из войны, не участвовать уже больше в этом. И, так сказать, свою только точку зрения отстаивать. По этому поводу у меня, кстати, есть мысли о том, как должно быть устроено наше общество. Может быть, это, конечно, какой-то ретроград, но, тем не менее, я считаю, что такая точка зрения имеет место быть. То есть у нас от каждого рода, да, хори, хириты, булагаты,
Сартулы, Сонголы, в общем, все наши рода должны быть какие-то старейшины. Ну, не такие, которые сидят на зарплате, там собираются раз, не знаю, в год и просто какую-то видимость деятельности, да, производят. Это должны быть настоящие, так сказать, патриоты, которые не берут деньги. И у них может быть даже какой-то там, не знаю, свой совет, да, небольшой. Люди, ну, лет 50-60, да, чтобы уже маленько пожили, опыт был, у которых были бы внуки, ну, то есть и которые бы родили за свой бурятский народ. Если бы у нас был такой совет старейшин, и который бы, когда началась война, они бы сказали бы свое слово, что, мол, мы против войны. То есть мы посидели, подумали, наших интересов никаких нету, на нас никто не нападал. То есть буряты здесь не должны участвовать. Потому что, смотрите, наша власть, она вся полностью продажная, да. Ну, ее даже назвать, даже продажной нельзя назвать. Это просто шестерки, да. Ну, Цыденов, он просто шестерка. Хурал это тоже, ну, это просто одно название, что какой нахрен Хурал. Поэтому вот хоть какой-то орган-то представительный должен быть, и который, может быть, еще бы нас оценивал с точки зрения морали, что ли. То есть это люди тоже должны быть. Ну, понятно, не бывает людей без греха, без таких вот прямо там этих рыцарей, да, в сияющих доспехах. Но, тем не менее, есть же люди, которые какой-то такой более-менее нормальный образ жизни вели, в своей жизни не попадали там в тюрьму, ни в каких скандалы и так далее, которые могли бы как-то вести куда-то наш народ, как-то с моральной точки зрения оценивать. Потому что смотрите, что происходит. Вот Мыдыгма Даржиева, да, наша певица, выложила видео, где она плачет, что не может концерт устроить, потому что дорого. И это происходит во время войны, когда наши там парни умирают на войне ни за что, ни про что. То есть человек озабочен тем, что какой-то свой концерт поставить. Ну, извините меня, ну нахрен вот эти вот проекты, да, в такое время. И, ну, может быть, и надо, конечно, их делать, но просто так убиваться из-за этого. Она мне просто сразу же напомнила эту блогершу Яковлеву, которая за рубеж свалила и плакала над косметикой. Это, конечно, вообще такой бред. То, что людям приходится уезжать с нажитых мест, то, что люди вообще идут на войну, умирают, а они плачут из-за каких-то вообще бредовых вещей. Затем Исугей и этот Олег Булутов, да, выступили на АТВ. Но это тоже такой бред. Причем Исугей еще заявляет, что очень низкий моральный дух у наших солдат там. Не хотят они воевать, не понимая, зачем все это нахрен нужно. Ну, воюют хорошо, но не понимая, нахрен там все это нужно вообще им самим в первую очередь. И вот надо, мол, поднимать их боевой дух. И я так понимаю, что у власти очень дела плохо идут, раз они зовут таких старых людей, да, как Исугей Сындуев, который, ну, наверное, никак не может быть каким-то авторитетом для вот этих вот парней молодых. Ну, то есть, и он в моих глазах вообще очень сильно упал. Ну, как он, по идее, его потом будут судить, о нем он уже все, военный преступник. То, что поддерживает все это дело и еще и ездит туда. Зачем-то поставили там юрту, кого-то знакомить с нашей культурой. Что за бред вообще происходит? Кого вы там собрались с нашей культурой знакомить? Да, это вообще, вот, знаете, друзья, я никогда в жизни не мог представить, что вот такой трэш будет происходить. Вообще, полный трэш на самом деле. Конечно, ситуация вообще очень печальная, да. И поэтому, ну, нужны нам какие-то люди, которые были бы, ну, как-то ввели, как-то какие-то цели ставили нашему народу. Как-то могли сказать, да, в конце концов, вот война это плохо. Ну хотя бы вот это выйти и просто сказать, война это плохо. Наши парни не должны воевать. Все. Народные сходы устраивать. А не так, что мы, как знаете, как рабы какие-то. Просто вот что нам скажут, мы все вперед бежим это исполнять. Ну, так нельзя. Так мы просто исчезнем, как народ, как нация. И
Я считаю, что это, конечно, вообще очень печально, что мы деградировали до такой степени, наша элита. Эту элиту просто надо менять полностью. Они должны стать осуждаемы в народе. Не так все должно прокатить, как раньше было, мол, ой, давайте там без резких движений, без скандалов. Все равно должно быть общественное обсуждение и осуждение таких вот людей. То есть, почему люди себя так вообще ведут? Та же Медегма, это Арюна, потому что нету для них никаких авторитетов, никаких вообще людей, которые могли бы сказать, это плохо, это хорошо. И вот такая ситуация происходит. Конечно, это пахнет каким-то ретроградом, да, но а что делать? Мы должны все-таки взяться за голову. Мы все-таки что вообще? Или просто все идем умирать на войну, либо мы пытаемся выжить как народ. Я думаю, что нам надо выживать как народу. Но для этого нужны нормальные настоящие руководители, какие-то авторитеты, в принципе, старейшины. То есть вот собрать, да, по родам вот этих людей, которые не за деньги будут, а просто то, что болеть за свой народ. И все. Вот такие, друзья, у меня мысли. Ладно, если вам интересно, пишите комментарии, ставьте лайки и, главное, подписывайтесь. Все, до встречи.